Вы от фашизма мир спасли, вы заслонили нас сердцами. Поклон вам низкий до земли, в долгу мы вечным перед вами. Вы героически прошли с боями все 4 года. Вы победить врага смогли и заслужить любовь народа. Спасибо вам, отцы и дети, спасибо, братья и сыны, за ваш подарок Дню Победы, за главный праздник всей страны. День Победы. Мы помним, мы чтим ваши подвиги, и мы будем достойным поколением. Майдангерлер, қан майданның жүректе жарасы бар, қайғысы мен зілі бар, наласы бар. Арамызда жүретін алшаң басып, ардагерлер азайып барасыңдар. Қастерейді халқымыз қаһарманын, жүресінде сан жарық сапарларың. Қайран ерлер, қаһарман ардагерлер, қалдау сиреп бұл күнде қатарларың. Ерлік сүйген еліңе салтың ұнар, жүздерінде жанған от жарқылы бар. Соғыс деген салмағын жалған сөздің, бүгінгі ұрпақ өздерің арқылы ұғар, жасқанбаған жауынан жарақты ер, есіміңді аңыз қып таратты ел. Қаһармандық дегенді кейінгі ұрпақ жүздеріңнен сендердің қарап білер. Дархан мінез, дариға ой, дарашыңдар, жарқын жүзді, жүрегі ақ жанасылдар, арамызда жүретін алшаң басып, майдангерлер азайып барасыңдар. Вы от фашизма мир спасли, вы заслонили нас сердцами. Поклон вам низкий до земли, в долгу мы вечно перед вами. Вы героически прошли с боями все 4 года. Вы победить врага смогли и заслужить любовь народа. Спасибо вам, отцы и деды, спасибо, братья и сыны, за ваш подарок к Дню Победы, за главный праздник всей страны. Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят кровь желтые дожди. Жди, когда снега метут, жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желаю добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверит сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать, только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. А мы с тобой, брат, из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец и ей самой. 4 года мать без сына, бери шинель, пошли домой. К золе и к пеплу наших улиц опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись, бери шинель, пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерную звездой. Вставай, вставай, однополчанин, бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все войны шальные дети, и генерал, и рядовой. Опять весна на белом свете, бери шинель, пошли домой. Здравствуйте, я студентка 6 колледжа группы 719. Хочу поздравить вас с праздником 9 мая, Днем Победы, и прочитать вам стихотворение Мусы Джалиля «Чулочки».
Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла. Там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем к обрыву стать спиной. И вдруг раздался голос детский, наивный, чистый и живой. Чулочки тоже снять мне, дядя? Не упрекая, не броня, смотрели прямо в душу глядя трехлетней девочки глаза. Чулочки тоже? Смятением эсэсовец объят, рука сама с собой в волнении вдруг опускает автомат. И снова скован взглядом детским, и кажется, что в землю врос. Глаза, как у моей утины, смятением мутным произнес. Овеянный невольной дрожью, нет, он убить ее не сможет, но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках, снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, а если б дочка твоя вот здесь бы так легла? И это маленькое сердце пробито пулей твоей. Ты человек не просто немец, ты страшный зверь среди людей. Шагал эсэсовец упрямо, шагал, не поднимая глаз. Впервые, может, эта дума в сознании отравленным зажглась. И снова взгляд светился детский. И снова слышится опять, и не забудется навеки. Чулочки дядя тоже снять? Құрметті қазақ елі, сіздерді келіп жеткен ұлы жеңіспен шын жүректен құттықтаймын. Мен Мирманкулов Нұрсұлтан, 6 колледж 1-19 топ студентімін. Өжет елдің жігіті, алшын алмай шыдарма. Кескілескен дұшпанын кесіп түспейтін арма. Тайынба жолдас жауынгер, ел тағдыры қолыңда. Тайынбасаң оқпен от, бөгет болмас жолыңа. Халықтың ыза кегінен сауыт киіп саңғабат, жай түсер жаудың шебіне жауызды өлтір саңлағат. Қапы қалма қарсылас, өздері қазған орнына, өздері мәрт боп жығылсын. Қасқия шап қарсы бар, өмірдің нұрлы таң үшін. Бір бассаңда алға бас, миллиондардың бағы үшін, өмірдің нұрлы таң үшін. Я студентка 6-го колледжа города Шымкент. Учусь на первом курсе в группе 319. 16 марта мы находимся на дистанционном обучении в связи с пандемией коронавируса. Но несмотря на все это, мы помним ваши подвиги, мы помним подвиги наших ветеранов, мы помним о Дне Победы и хотели бы выразить свое уважение к вам. Это было в мае. На рассвете нарастал у стен Рейхстага бой. Девочку немецкую заметил наш солдат на пыльной мостовой. У столба дрожа она стояла, в голубых глазах застыл испуг, и куски свистящего металла смерти муки сеяли вокруг. Тут он вспомнил, как, прощаясь летом, он свою дочурку целовал. Может быть, отец девчонки этой дочь его родную расстрелял. Но тогда, в Берлине, под обстрелом, полз боец и телом заслоня, девочку в коротком платье белом осторожно вынес из огня. И, погладив ласково ладонью, он ее на землю опустил. Говорят, что утром маршал Конев Сталину об этом доложил. Скольким детям возвратили детство, подарили радость и весну, рядовые армии советской, люди, победившие войну. И в Берлине в праздничную дату был воздвигнут, чтоб стоять века, памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках. Он стоит, как символ нашей славы, как маяк, светящийся во мгле. Это он, солдат моей державы, охраняет мир на всей земле. Мен Бескемпір Әлбей Шымкент қаласындағы номер 6 колледждің 19 тобының студентімін. Мамандығым аспаз және осы жылғы Отан соғысының 75 жылдық мерейтойына орай өзім шығарған өлеңім бар және қазақстандықтарды шын жүректен құттықтаймын. Жау жағадан жармасты 41-де басып көріп немістер тыныш елге, аттануда жас әскер отан үшін міндет болды ел қорғау әрбір ерге. Момышұлы аман шықты, батальонмен өз айласын асырып немістерден. Ленинградқа басып кірген немістерді тас талқанға Берлинге қуып кірген. Қақаған аяз ыстық жаз сол уақытта төтеп берген батырлар әрбір оққа. Ұйқыс түн аш күндер болған кезде сабыр қылып жеңіп шықты бұл соғыста. Қазіргі өмір біздерге үлкен сыйлық, кеткен еді біздерге үлкен сыйғып, алғыс айтып батырларды еске алайық, аянбады соғыста жеңіп шығып. Я Зыкина Таис, ученица 6-го колледжа группы 3119. На данный момент мы находимся на дистанционном обучении, но несмотря на это мы помним 75-летие Дня Победы. Я никогда не видела войны.
Мне никогда смертельный бой не снится. И средь ночной, бессонной тишины не вспомню я погибших лиц. Не знаю я, как страшно на войне, поднявшись во весь рост идти в атаку и жить хотеть еще сильнее вдвойне. Но за друзей не прятаться, однако. Мне не пришлось в землянке замерзать и по-пластунски километры мерить. Как тяжело товарищей терять. Не знаю я, но хочется мне верить, что никогда нам это не узнать, что будет наша жизнь счастливой. За мир спасенный я хочу сказать солдату нашему огромное спасибо. Читайте, люди, книги о войне. Не бойтесь слез и горечи и страха. Читайте, люди, книги о войне. И не стыдитесь горевать и плакать. Ведь те, кого не стало за войну, кого сожгли, убили, растоптали, они за нас, за наши души пали. И то, что живы мы, а не они, случайность и жестокая примета. Храните в душах вечные огни и дорожите их горчайшим светом. Бьется в тесной печурке огонь, в поленьях смола, как слеза. И поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтоб слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко-далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти 4 шага. Пой, гармоника, вьюги назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Здравствуйте, я Щербакова Дарья, студентка колледжа номер 6, группы 719. Хочу вас поздравить с 9 мая, Днем Победы, и рассказать вам стих. Постарела мать за 30 лет, а вестей от сына нет и нет, но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков безусых не пришло. Раз прислали по весне фильм документальный о войне, все пришли в кино. И стар, и мал, кто познал войну и кто не знал, перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик: «Алексей, Алешенька, сынок!» Словно сын ее услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой, стала мать прикрыть его собой. Все боялись, вдруг он упадет, но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили, да беги. Кадр сменился, сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. И вот опять в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. Алексей, Алешенька, сынок, словно сын ее услышать мог. Дома все ей чудилось кино. Вот что вот-вот сейчас в окно, посреди тревожной тишины, сын вернется из войны.